Алсу, вот помнишь, весной прошлого года мы в этой студии обсуждали, когда появится вакцина, мы ее ждали, надеялись, помню, и вот она да. появилась, и даже не одна, но оказывается этого мало. Для вакцинации нужна еще дополнительная мотивация людей. Руслан, ну от болезни, может, авось пронесет, а идти специально вакцинировать с препаратом до конца неизученным страшно, Руслан, и я людей понимаю. Надо также понимать, что для решения такой мировой проблемы, как коронавирус, вакцина – это реальное решение этой проблемы. Так никто не спорит если с это этим. мировая война, то ее одними добровольцами не выигрывают. Тут мобилизация нужна. Мобилизация. Руслан, ну и принуждать не стоит. Нужно честно, откровенно говорить о плюсах, минусах вакцины, говорить, кому можно, кому нельзя. И вообще все подробности интересны. Безусловно, вопросов много, и на них нужны ответы. Давай сегодня об этом поговорим. Давай поговорим. Не берегли, заболел, папы больше нет. Вакцинация гарантирует то, что человек не заболеет? Инфекция же идет, не останавливается. Боюсь очень. Всех заразить, сама заразиться. Лучше один укол, чем 2 недели лежать на ИВЛ. Зачем нам сейчас вакцинироваться, если мы уже на плато? Давайте выдохнем. Привьемся и выдохнем. В Башкирии, по официальным данным, уже больше 14 тысяч жителей вакцинировалось от COVID-19. Пока это вакцина «Спутник Ви» разработки Московского центра имени Гамалеи. Часть пациентов успела уколоться оба раза, как того требует инструкция. Часть ждут необходимые 3 недели для второго этапа. Уже в феврале ожидаются поставки больших партий вакцины в десятки тысяч доз, после чего можно реально говорить о массовой вакцинации. Данных о негативных последствиях пока нет. Собственно, и о позитивных моментах данных тоже нет. Слишком мало времени для формирования маломальской статистики. Пока о вакцинации от COVID-19 судим лишь по самочувствию наших знакомых. Об их опыте в деталях в нашем сюжете посмотрим, обсудим. Несмотря на возраст, супругам Муниру и Флисе Садыковым по 72 и сопутствующим этим годам хроническим болячкам, они в первых рядах массовой вакцинации в своей поликлинике. Нас дочь делала, поэтому мы даже не боимся этого. У нас дочь медик, поэтому она нам все объяснила, рассказала, что, чего, как. В прививочном кабинете все привычно. Добавился лишь специальный морозильник с температурой до минус 25 для специального хранения спутника Ви. Одна ампула на 5 человек рассчитан. На 5 человек. Сделали уже? Сделали уже, да, все хорошо. Медсестра заполняет документы, набирает дозу препарата из ампулы синего цвета. Это для тех, кто впервые. И укол в плечо. Можно? Нет, не больно. Держите, сейчас я вам закрою. Для Екатерины Григорьевой, воспитательницы детского сада, ампула с красной каймой. Она для тех, кто проходит второй этап вакцинации. Отличительная особенность спутника Ви. Разные этапы, разные компоненты. Было страшно. Я первооткрыватель в детском саду работаю. Боятся все идти. И буду первой, докажу то, что надо прививки делать. Уже истории доказывают, что надо делать прививки. В первый день массовой вакцинации в Уфимской больнице номер 13 записалось 350 человек. Кто-то через госуслуги, кто-то, как пенсионерка Лилия Романова, просто позвонив на горячую линию. Спасибо, быстро. Я думала, позвонили где-нибудь на март, на апрель, к весне сделают. Боюсь очень. Всех заразить, сама заразиться, потому что многие умирают из знакомых. Преимущественно стараемся привить в первую очередь население, страдающее бронхолегочной патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и другими сопутствующими заболеваниями. Здоровый человек может переболеть коронавирусной инфекцией, даже не знать об этом, он быть просто носителем. А те лица, которые имеют какую-то сопутствующую патологию, переносят это заболевание очень тяжело и имеют после даже выздоровления множество осложнений. Каждого желающего привиться от COVID-19 сперва осматривает терапевт, расспрашивает о самочувствии, проверяет давление, насыщение кислородом, прослушивает легкие. Инфекция же идет, не останавливается. Сегодня же важен день. Вот, иммунитет вырабатывается после вакцинации не на второй же день. Поэтому чем ждать в ожидании другой вакцины, когда разработает. И за это время можно успеть и заболеть. А зачем ждать? Не остался в стороне от вакцинации глава республики Ради Хабиров. По его признанию, привился он еще осенью. Я проверил ее на себе, чувствую себя прекрасно. И чем быстрее у большинства из нас появится собственный иммунитет,
тем скорее республика обретет иммунитет коллективный. Вот концентрация 153, то есть положительный результат указан на наличие высокого уровня антител к вирусу. Такой результат антител у Ильмара Альмухаметова появился через неделю после второго этапа вакцинации препаратом «Спутник Ви». По первому образованию медик, директор Башкирского театра оперы и балета не сомневался, что прививаться будет, как только появится возможность. Если я не переболел, почему я должен сидеть и ждать, когда я заболею? А как я перенесу это? Зачем мне это нужно? Я же не враг сам себе. Уфимец Роберт Хакимов записался на вакцинацию в своей поликлинике, но пока приглашение не получил. Сомнений, что идти нужно, нету. От ковида умер его отец, тяжело перенесла болезнь мама. Но не уберегли, заболел и в очень тяжелой форме попал в Машзаводскую больницу в городе Стерлитамак. Но не смогли отходить врачи и буквально за 2-3 дня сгорел, можно сказать, на глазах. Не успели ни попрощаться, ни как-то пообщаться. Папы больше нет. Сколько человек должны вакцинироваться, чтобы получить коллективный иммунитет от COVID-19? Хватит ли на всех препаратов? Вопросов на самом деле много. Насколько мы готовы к массовой вакцинации? И главное, нужна ли для этого населению дополнительная мотивация? Какие есть ограничения и противопоказания, а кому и вовсе нельзя? Будут ли вакцинироваться дети? Чем отличаются между собой антиковидные прививки от разных производителей? Эти и другие острые как шприц вопросы сегодня мы с Алсу Сликаевой обсуждаем в студии программы «Честно говоря» вместе с нашими гостями. Итак, представлю их. Рафаэль Епаров, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. И что для нас сегодня самое важное – инфекционными заболеваниями. Зухра Саидкулова, известный блогер, и Рустам Ахмадинуров, вице-спикер Курултая Республики Башкортостан. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Добрый вечер. Рустам, мы помним, что весной прошлого года вы переболели коронавирусом. Кстати, вскоре после этого вы были в гостях в нашей студии. А совсем недавно, уже в этом году или в прошлом году, совсем недавно вы привились от коронавируса. Ваши ощущения? Ну, нормальные. Первый день была небольшая температура ночью, 37,2. Выпил найс, и все нормально. То есть никаких каких-то неприятных ощущений, Один там, этап последствий, только прошли? Да, прошел только один этап. Угу. Рафаэль, а вы прививались уже? Да, я привился, да. Наверное, одним из самых первых в республике. Это когда? Еще в октябре месяце. Есть уже какой-то позитивный момент, может быть, антитела? На самом деле я очень сильно переживал, потому что я абсолютно спокойно перенес и первую, и вторую вакцинацию. Абсолютно никаких ощущений, кроме небольшой болезненности в месте укола. Все. Но и до последнего момента я специально выжидал эти 42 дня, которые необходимо для того, чтобы все-таки проверить уровень антител. Я проверил, ну и буквально на следующий день просто вздохнул с облегчением, на самом деле. Все хорошо. Ну вот сейчас уровень антител у вас сейчас он достаточно для того, чтобы чувствовать себя спокойно? Давайте будем говорить так, что если кто смотрел последнее интервью академика Гинзбурга, который говорил о том, что уровень антител с коэффициентом 3200 и выше может быть считаться защитным, да, у меня выше этого уровня. Зухра, твое отношение к вакцинации? Мое отношение к вакцинации любое, не только против ковида. Я активный скептик, так скажем. Скептик? Скептик, да. Я не вакцинировалась никогда от гриппа. И сегодня, в период, так скажем, всеобщей популяризации вакцины от ковида, я тоже не собираюсь этого какие-то делать. аргументы у тебя для этого есть? Аргументы есть и у меня. И, в принципе, я, готовясь к передаче, изучила, так скажем, настроение своей аудитории в моем блоге. У меня был опрос среди фокус-группы, приняло участие около 1000 человек. Это люди в возрасте от 25 до 45 лет. И 85% моей аудитории сказали, что нет, они не собираются. Это женщины, да, в основном? В основном это 63% женщин. А вот что можно ответить таким людям, как Зухра? Когда появилась вакцина от коронавирусной инфекции, для меня очень долгое время, достаточно долгое время, я все-таки очень сильно сомневался. Сомневался до тех пор, пока не встретился вот так вот напрямую с разработчиком вакцины, с Денисом Лагуновым, не поговорил с людьми, которые непосредственно связаны с производством вакцины, а также с учеными из Санкт-Петербурга и Москвы.
Ну и практически это был достаточно вот такой вот просто круглый стол, за которым мы пили кофе и обсуждали, что же это такое, что это такое вакцина. В ходе разговора, в ходе нашей беседы я понял, что я вакцинироваться буду. Мы записали экспертное мнение еще одного медицинского специалиста по поводу именно вакцинирования. Давайте послушаем. Актуальной проблемой на текущий момент является вакцинация категории граждан, имеющих хронические заболевания. Это и ревматология, это и онкология, гематология, и гастроэнтерология. То есть пациенты, имеющие отягощенный статус. Перед вакцинацией пациент, имеющий хроническое заболевание, должен получить заключение врача-специалиста, которого наблюдает на постоянной основе, о возможности проведения вакцинации. В связи с этим стоит актуальным вопрос о наличии подобного центра, чтобы были места, куда могут обратиться пациенты в кратчайший срок, получить ответы на свои вопросы, быть обследованными у своих врачей-специалистов и получить грамотное заключение о возможности вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Ну, на самом деле вопрос простой, да? Будут ли централизованно собираться данные о самочувствии после вакцинации от людей? И до вакцинации. Да, сейчас до сих пор. Мне кажется, до тоже. Это Вот очень важный смотрите, какая аспект. ситуация. Сейчас каждая прививка, которая делается, фиксируется в обязательном порядке. Где В фиксируется? единой государственной информационной системе здравоохранения, ЕГИСЗ. Она Соответственно, учитывается. Там, да, есть отдельная вкладка «Вакцинация ковид», в котором Хорошо. четко прописывается момент, кто делает прививку, кому делает прививку, в какой день делается прививка, как себя чувствует пациент до вакцинации, как проводится его осмотр и, собственно говоря, как он себя чувствует через 30 минут после вакцинации. Зухра, все-таки по-прежнему, что остается тебе непонятным? Мне остается непонятным. Например, у нас прошлый год вся медицинская система была загружена работой по борьбе с коронавирусом. И у большинства людей не было возможности просканировать свой организм. Не было там диспансеризации, медосмотра в том качественном виде, в каком должно быть. То есть я прихожу на вакцинацию и не знаю, что творится внутри с моим организмом. И, возможно, я сделаю вакцину, а у меня есть противопоказания, про которых я не знаю. Утвержденный перечень есть Да, противопоказаний? конечно, утвержденный перечень противопоказаний есть. Это есть абсолютные и относительные противопоказания. Абсолютные, конечно, вот сейчас мы уже обсуждаем онкологические заболевания, аутоиммунные заболевания и, конечно же, тяжелые аллергические заболевания на аналогичные вакцины или компоненты вакцин. Так. Это абсолютные противопоказания. А относительные противопоказания – это в любом случае перенесенные менее чем 14, 30 дней, инфекционное или неинфекционное заболевание. Даже банально, грубо говоря, повышение температуры до 37,5, ОРВИ с насморком, с небольшим проявлением ОРВИ, это может быть противопоказанием в течение 14 дней, 2 недель как минимум. Так. Соответственно, обострение хронических заболеваний, все, и аллергические реакции. У меня вопрос. Мы говорим о рисках, которые наступают, если мы не вакцинируемся, но мы вообще не разъясняем населению перечень рисков, которые могут наступить при вакцинации. Все-таки После они же вакцинации. существуют, да. Как организм среагирует? Рафаэль, Нет уже вообще изученной вакцинация статистики. гарантирует то, что человек не заболеет? Да, вот, замечательный вопрос на самом деле. Кто вакцинирует, никогда в жизни не скажет, что вакцина на 100% дает стопроцентный гарантированный результат. Человек никогда не заболеет. Никто никогда такого не говорит. Вакцина поможет избежать тяжелых осложнений в случае, если человек заболевает. Может ли вакцина спровоцировать какие-то негативные изменения в моем организме? Смотрите, в перечне к любой вакцине, к любому препарату есть огромная инструкция приложенная, в котором там есть перечень возможных осложнений, возможных местных и общих реакций. Надо различать общие и местные реакции, Но они нежелательные насколько реакции. тяжелые или не тяжелые эти Общие возможные реакции, так называемые, те реакции, которые могут возникнуть после любой прививки. Это слабость, ломота в теле, небольшое повышение температуры, миалгии. Местные реакции в области укола, как я вам говорил, болезненность у меня была, небольшая припухлость может быть. Рафаэль Всё, Галерьевич, да. мы все знаем, что Вот чем, это вот лучше, стандартное. чем лучше изучен препарат, тем больше список возможных последствий прописан в инструкции. просто говорю, возьмите любую инструкцию, Да. и там вы увидите
в самой инструкции гораздо больше прописано того, что возможные осложнения и Последствия, последствия. да, противопоказания. Да. Вы возьмите любую таблетку ацетилсалициловой кислоты, аспирина в конце концов. Возьмите ее, почитайте инструкцию, особенно Где импортную. можно почитать инструкцию по вакцине? Она в открытом доступе. Есть, да? Да, Вот, конечно. там все Тогда противопоказания, вопрос. возможные последствия, всё Какие написано. уже были последствия по Да. спутнику ВИ зафиксированные, Давайте вот о которых по нашей республике, говорят? то, что вот мы говорим. Давайте, да. Привито более 13,5 тысяч человек. Пока немного. Да, пока немного. Пока немного. Как они себя чувствуют? Но осложнений после прививки не было ни одной. Были местные и общие реакции. Давайте уточним. Да. После второго этапа прививки Да, после второго... или после 40-го дня? После первой прививки. Давайте после второго этапа прививки. Потому что часть людей еще пока до 42-го дня пока не дошли. Не прошел еще 42-й день. То есть все-таки необходимо 42 дня для формирования антител. Правильно мы Да, понимаем? 42 дня стандартно для формирования антител. После Вообще 40 13 тысяч и практически без осложнений – это показатель. Есть разные штаммы вируса. Допустим, возникает новый. Будет ли эта вакцина эффективна против... Я знаю столько же, сколько и вы на данный момент времени. По крайней мере, знаю то, что говорил академик Гинзбург. Он сказал, что наша вакцина, по крайней мере, предусматривает то, что вирус будет изменяться. И, собственно говоря, вот этот белок, S-белок, шиповидный, вот в шипах, мутация затрагивает геном, внутреннюю часть, но никак не затрагивает наружную оболочку и этот S-белок. Поэтому Он будет работать он будет и при работать, мутациях, вакцина да? будет работать. Есть и еще при вопрос мутациях. тоже от людей, с которыми я общалась во время, значит, опроса в фокус-группе. На какой срок мы себя защищаем с помощью этой вакцины? Надо ли колоться теперь каждый год или каждые 3 месяца? Сейчас вот по результатам клинических испытаний, то, что сейчас есть, да, и уже заявляется Минздравом России, что как минимум 6-7 месяцев. Дает им какой-то иммунитет, какую-то защитный защиту, да? титр антител. Ну, Да. а у академика Гинзбурга, который привился в марте, да, уже получается 10 месяцев антитела, он сказал, есть. Да. Ну, а может ли сложиться такая ситуация, что придется вакцинироваться ежегодно? Возможно, что ситуация такая будет. Спасибо. Мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Руслан, судя по заявлениям Минздрава, они собираются сокращать койки для коронавирусных. Спасибо, Оля. Значит, пандемия идет на спад. Может быть, вообще вакцинироваться не нужно? Слушай, ну это заблуждение. Само собой, эта проблема не рассосется. И я твердо для себя уверен, что только вакцинация ты же не внесет в это специалист. коренной перелом. Но я давно живу, понимаешь? И, как ни странно, сейчас у людей, несмотря на огромный поток информации, дефицит знания о том, куда нужно идти, какие нужно анализы сдавать, какие есть противопоказания. Вот об этом надо поговорить более подробно. Ну, давай поговорим. Смотрите во второй части программы. Почему я должен сидеть и ждать, когда я заболею? Чем отличаются между собой антиковидные прививки от разных производителей? Я хочу, чтобы мне на пальцах объяснили, почему надо вакцинироваться, Я скажу, что прививаться надо тем, что есть. на какой срок мы себя защищаем с помощью этой вакцины. Начиная с весны прошлого года мы ждали вакцины. Вот она есть, и даже не одна. Зачем нам сейчас вакцинироваться, если мы уже на плато? Давайте выдохнем. Привьемся и выдохнем. В эфире БСТ программа «Честно говоря». И сегодня мы рассказываем о коронавирусной вакцинации в Башкирии. Но прививками озабочены не только в России, но и по всему миру. Наша коллега Ирина Моторина, которая уехала на постоянное место жительства в Израиль, прошла на днях второй этап вакцинации. Сейчас она на прямой связи со студией. Ирина, привет. Расскажи, пожалуйста, как твое самочувствие после прививки? Руслан, привет, очень рада тебя видеть. Прививку я сделала вчера. То есть сегодня должны были уже возникнуть какие-то ощущения от прививки, как было в первый раз. Но, ты знаешь, удивительное дело, замечательно себя чувствую. Все прекрасно, голова не болит, температуры нету. Я думала, что все будет гораздо хуже. Скажи, а ты вот вообще легко согласилась на прививку или были какие-то сомнения там в начале? Знаешь, Руслан, как только я узнала, что вообще будет прививочная кампания и что появится возможность сделать прививку, я, собственно, сразу всех своих домашних настроила на то, что мы прививку сделаем обязательно. Во-первых, я считаю, что риск заразиться гораздо выше, чем перенести какие-то побочные эффекты от прививки. Во-вторых, я работаю с людьми.
каждый день встречи, каждый день поездки. И это действительно в условиях такой пандемии и в условиях такого риска я обязана просто обезопасить себя и свою семью, ну и, собственно, тех людей, с кем я встречаюсь и работаю. А вообще, как вот в Израиле проходит вакцинация? Проверяют там до или после здоровья, какие-то анализы нужно сдавать? Вообще организовано все достаточно просто. Можно позвонить в свою больничную кассу, заказать очередь, и тебе ее дают, предварительно узнав, какого ты возраста, какие у тебя там показания или какие у тебя там хронические болезни. То есть для чего тебе эта прививка, почему ты должна вот срочно ее сделать? Во всяком случае, меня это спрашивали, да. Обязательного анализа нет. То есть я не болела весь этот год, у меня не было даже простудных заболеваний. И когда меня спросили, болели вы чем-либо за этот год, я ответила нет. Скажу, что, пожалуйста, тогда берите очередь, ради бога. Все, спасибо, Ирина, большое. Очень рад был тебя видеть. Давайте вернемся к гостям. Итак, Рафаэль Галеевич, скажите, вот сколько нужно нам вакцинировать жителей республики для того, чтобы создать коллективный иммунитет? Вообще считается по санитарным нормам и вообще по представлению эпидемиологов, что это должна быть цифра не менее 60% населения. от общего количества населения. От общего количества населения. Но учитывая тут, мы будем считать с вами, что будем вакцинировать взрослое население, поэтому вот, примерно это будет примерно около 70% населения всей республики. Это Вот о какой цифре, ну вот если Ну, в сейчас количестве? на данный момент времени мы говорим пока о 1 600 000 900 доз на всю республику Башкортостан. Не может ли получиться так, что республика получит достаточное количество вакцин, сотни тысяч, и у нас могут начаться проблемы с вакцинацией? Это же добровольно? Да, конечно. Я могу ссылаться как на федеральный закон об охране здоровья граждан, так и закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, который, собственно говоря, прямо нам говорит о том, что вакцинация – это медицинское вмешательство. Любое медицинское вмешательство должно осуществляться в согласии гражданина. Ну и, во-вторых, вакцинация – это сугубо добровольное дело. Это касается практически любых сфер деятельности, за исключением того, что в отдельном постановлении правительства 845-м еще 1994 года, если мне не изменяет память, где есть определенные контингенты лиц, которым обязательны прививки от определенных инфекций. Рафаэль Галеевич, скажите, возможно ли у нас вот так же, ну, за счет СМС, присылать СМС людям, приглашать на вакцинацию? Как у нас будет строиться система приглашения на вакцинацию? Вакцина, которая была анонсирована, вот то, что мы говорили, гамковид-вак. Здесь же анонсировалось сразу, что вакцина должна храниться при температуре не выше минус 18, то есть там до 24-25 Это уже морозильник получается. Да? В обязательном порядке, причем на всех этапах, от момента производства, транспортировки практически до потребителя, до получателя вакцины. По условиям транспортировки приняты отдельные санитарные правила Роспотребнадзором, которые четко предписывают, на каких этапах, как разделяются этапы транспортировки, уровни сначала производства, перевозки, где они хранятся на первом, втором, третьем, четвертом уровне. Самый четвертый уровень – это вот как раз место проведения прививочный кабинет. Что там должно быть? Что там должно быть? Да, что там должно быть обязательно. Опять-таки, как раз вот этот морозильник. Как раз это морозильная камера. Ну, закупили эти морозильники? Конечно. Сколько штук? Сейчас их пока 82. На республику? На республику, да. В прививочных кабинетах. Появилась возможность через госуслуги записаться на вакцинацию. Абсолютно спокойно также человек может подойти к своему участковому врачу и также записаться, изъявить желание на вакцинацию. Вживую подойти? Вживую, конечно. Но, конечно, гораздо проще было бы, если у человека есть возможность зайти в личный кабинет на сайте госуслуг, спокойно записаться. Сейчас по всем медицинским организациям, где есть прививочные кабинеты соответствующие, имеется такая возможность, и, собственно говоря, все это достаточно сейчас отрабатывается уже такие технологические тонкие моменты. Вот 82 прививочных пунктов достаточно будет для 4-миллионной республики? Ну, я думаю, что, смотрите. Недостаточно. Будет больше. Вот сейчас вот еще. И будет разворачиваться да, закупаются еще морозильники, порядка 31 морозильника. Я знаю, что вот только-только вот они сейчас скоро придут. У нас появляются еще другие типы вакцин, которые, собственно говоря, хранятся
при температуре 2,8 градуса. Спасибо, но ведь сейчас мы говорим только о вакцинации одним препаратом, это «Спутник Ви». В феврале обещают выпустить в гражданский оборот еще один антиген «Эпивак Корона». Кроме них в России испытания проходят и третья вакцина. Чем они отличаются друг от друга? Попробовали сделать обзор, посмотрим. По информации Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире разрабатывается и апробируется 257 вакцин, из которых только 16 дошли до третьей фазы испытаний, когда препарат вводится тысячам людей и оценивается, насколько хорошо он защищает. Ученые ищут способ, как максимально безопасно познакомить организм с вирусом и получить продолжительный иммунитет. Если обобщить, то таких способов 8, но самые популярные сегодня 4. Первый – векторная вакцина, когда часть коронавируса отправляется в организм вместе с аденовирусом. В России она представлена центром имени Гамалеи. Отличается от подобных из других стран тем, что основана сразу на 2 человеческих аденовирусах. Оксфордский университет, например, использует аденовирус шимпанзе. Второй – РНК-вакцина выпускается компаниями Pfizer и Moderna. Ее суть в том, что в организм вводится только генетическая информация вируса, а уже потом она преобразуется в антиген. Система новейшая, а значит хуже всего изученная. Третий вариант – рекомбинантная белковая вакцина или пептидная, которую предлагает Новосибирский центр «Вектор» Роспотребнадзора. В организм вводится искусственно созданная часть белка вируса. Четвертый вариант – инактивированная вакцина. Ее основа – настоящий, но убитый SARS-CoV-2. В России такую предлагает научный центр имени Чумакова. Это самая изученная система создания прививки. Рафаэль, скажите, пожалуйста, все-таки чем и насколько отличаются вакцины производителей наших и западных? И Наши отличаются ли между они? собой, да. Файзеровская вакцина, да, и вот, это действительно тоже прорывная вакцина. Но прекрасные показатели по формированию иммунитета, как гуморального, так и клеточного. Но мы знаем свои тоже недостатки, да, определенные. Это, опять-таки, же температурный режим, где минус 70 градусов. Соответственно, понятно? Хранение. Да, хранение. Очень сложно Минус 70 градусов. Поэтому... Мы правильно понимаем, что у вакцины Pfizer минус 70? Да, температура хранения минус 70. Следующий момент. Вот эта вакцина, она действительно генно-инженерная до такой степени, что... Пфайзеровская. Это МРНК. Угу. Это рибонуклеиновая кислота, генная. Но она в ядро клетки не входит, но она входит в саму клетку и начинает вырабатывать чужеродные антигены. Но это вот такая вот технология действительно прорывная, но опыта создания аналогичных вакцин пока еще не было. Это первая вообще в мире вот такого типа. Экспериментальная, да? Он так называется современная или генно-инженерная вакцина. Аденовирусная вакцина, она тоже можно отнести ее к генно-инженерным вакцинам, но можно тогда к стандартным нашим замечательным вернуться вакцинам, которые разработаны по стандартным методикам. Так называемая инактивированная вакцина, которая вот сейчас она будет зарегистрирована в ближайшее время. Это мы говорим о Новосибирской? Нет, пока по институту Чумакова. Инактивированная вакцина. Что это такое? Это живая вакцина, которую инактивировали, убили. Либо химическим способом, либо ее там кипятили, либо формальдегидом. Ну, там различные способы существуют. Понятно, что берется не самый агрессивный коронавирус, самый слабенький. И вот он дает возможность продуцировать антитела. Так сказать... Но смотрите, вакцина вот такого типа, она все-таки больше вырабатывает так называемый гуморальный иммунитет, это вот антитела. Вакцина Гамалея, институт Гамалеи, она в том числе и характеризует того, что развивается как гуморальный иммунитет, так и клеточный иммунитет. То есть иммунитет, который уже на уровне слизистых оболочек будет формироваться. Но это тоже дальнейшее исследование. А что вы можете сказать тем людям, которые есть такие люди, кстати говоря, да, очень много их, которые ждут, допустим, либо новосибирской вакцины, либо какой-то другой нашей, либо западной, когда сертифицируют ее. Что им можно сказать? Что лучше не ждать или можно подождать? Я житейский сейчас тоже скажу, да, честно говоря. Я скажу, что прививаться надо тем, что есть. Почему? Потому что мы можем ждать чего угодно. Мы можем ждать чумаковской вакцине, мы можем ждать... Мы можем просто ее не дождаться. А завтра заболеете и будете на ИВЛ. Да. А это уже есть, и она работает, да, Рустам? Я тоже так считаю. И
вот мы должны все-таки быть социально ответственными людьми. Вот посмотрите, ситуация такая, что мы тратим, мы, вот общество, государство, тратим огромные средства на эти маски, Вообще на эти на- в эту санэпидемсредства. войну, да? Это настоящая же Ну, вот война. эти вот, мы же тратим там антисептические средства. Мы тратим Я вас огромные... умоляю, лекарства сколько стоят от Да, мы коронавируса? испытываем большие, в смысле, многие испытываем при переездах, стараемся ограничивать. У нас пожилые сидят, там миллион людей, самоизоляция, боятся выйти. И при этом всем есть вакцина, которая, конечно, если есть какие-то вот рекомендации были в конце декабря, там, что лучше пожилым дождаться эпивак корону, пусть кто-то ждет на самом деле. Но если вы, в принципе, я говорю, я убедил свою супругу, которая никогда не болела, она ни гриппом, ничего, и говорит, я не буду прививаться, какие слова не вы буду нашли, когда рисковать. убеждали? Я сказал, что когда ты заболеешь, и вот этой болезнью, как я, то, в принципе, Может быть, я поздно. тебе это пожелать не хочу. И поэтому она согласилась, что лучше... Какой риск? Перестраховаться. В данном случае, да, в данном случае ты, получается, максимум, у тебя будет температура какая-то или что-то. А если ты сляжешь в эту больницу, то там или словишь еще один какой-то вирус дополнительный, и риск заболеть, этот вирус не изученный, он гораздо больше, чем от вакцинации. Поэтому, соразмеряя вот эти риски, я рекомендую всем вакцинироваться. В Израиле 25% евреи не самые, еврейский народ не самый глупый народ. Но 25%, четверть населения, больше всех в мире, уже провакцинировалось. 40%. Сейчас говорят о 40%. Уже о 40%. Да. У них самый Представляете? высокий 2 процент, миллиона да, почти. То есть во всем вы мире. посмотрите, через месяца два у них будет коллективный иммунитет. Мы будем смотреть, что в Израиле нету ни смертности, как в Китае, ни зараженных, а у нас, в принципе, вот я считаю, лучше один укол, чем 2 недели лежать на ИВЛе. Ну, сейчас Минздрав Башкирии уже говорит о том, что ситуация постепенно стабилизируется, количество ковидных коек сокращается, а профильные медицинские учреждения возвращаются к своему обычному режиму работы. Давайте послушаем то, что говорит по этому поводу Минздрав. В течение этой недели будет сокращен общая коечная емкость госпиталей на 450 коек. А, сокращаете, да? Да. Ну, собственно, мы для этого и строили, чтобы вы освобождали для В текущей плане у нас нормальной до работы. 15 февраля сократить на 1000 коек. В продолжении нашего сегодняшнего разговора, резюмируя его, все-таки, Зухра, мы тебя убедили. Я как человек простой, я хочу, чтобы мне на пальцах объяснили, почему надо вакцинироваться и что это не несет риск моему здоровью. Особенно в свете того, что я свое здоровье не сканировала и не понимаю, какие у меня там скрытые болячки могут быть. Для того, чтобы понимать, как действует вакцина, надо понимать вообще просто принцип иммунологии. Это очень сложно. Любой чужеродный Это агент, сложно. который попадает в человеческий организм, вызывает ответ. И вот вакцина как раз и создана для того, чтобы человек не с живым вирусом, не с живой бактерией сталкивался постоянно. И вот он с ним боролся, и обязательно это должна быть болезнь. А вакцина позволяет вот эти антитела защитные выработать не в результате болезни, а в результате А говорил, не большого умеет укола. убеждать. Умеет же все-таки, так ведь? Ты его завела. Да, ты его завела. Да, Надо просто. было сразу так Потому что вот начинать. эта вот тревожная категория женщин, она заведет кого угодно на самом деле. Да? Рафаэль, значит ли заявление Минздрава Башкирии о сокращении ковидных коек о том, что все-таки эта пандемия идет уже на спад или вышла на плато? Ну, смотрите, я вижу тоже, и хочу подтвердить те же слова Максима Васильевича о том, что сейчас, в настоящий момент, мы достигли определенной планки, и вот мы и не спускаемся пока, и не поднимаемся. И вот я хотел бы, чтобы в ближайшей перспективе, благодаря вакцинации, мы все-таки получили в ближайшие 2-3 месяца, март-апрель, такое четкое снижение заболеваемости, и сказали бы, да, благодаря вакцинации, вот тогда, может быть, Зухру мы убедим, в конце Нет, концов, если 70% того, что... населения не будет болеть, Нет, я ну, буду смотрите, да вот защищена. если мы уже к марту месяцу, к апрелю получим снижение заболеваемости и привьем, Самарач вот сейчас сказал, 1,5 миллиона мы уже привили в Российской Федерации, привьем к тому времени еще порядка 5-6 миллионов, мы явно докажем, что вакцина наша действует. Рафаэль Галеевич, видите, в чем интересная ситуация получается? Мы встали сейчас на плато, и сейчас у нас подвезли вакцину.
И получается, мы не можем посмотреть, а может быть, мы естественным путем сейчас снижаться будем без вакцины. И зачем нам сейчас вакцинироваться, если мы уже на плато? Давайте выдохнем. Привьемся и выдохнем. Перестанем ее бояться просто, коронавирусную инфекцию, в плане того, что мы ее поставим... Вот человек, который не болел, он рано или поздно ожидает того, что он заболеет. Он все равно подсознательно это чувствует. Он говорит про себя: да, я сегодня не заболел, слава богу, пусть так будет, меня это не коснется никогда в жизни. На авось. Сейчас все больше и больше таких людей начинает заболевать. То есть, Рафаэль, при снятии ограничений, от которых все уже устали, риск заболеть у человека, который не привез, ну, допустим, у Зухры, да, он возрастает многократно. Конечно. Я бы хотел, чтобы Зухра тоже присоединилась к этому процессу, потому что чем больше мы сторонников найдем, чем быстрее мы его достигнем. Чем быстрее койки, вот эти вот, которые сейчас заняты больными, у нас плановая помощь сейчас не оказывается в полном объеме, медицинская. У нас диспансеризация полностью не может развернуться, потому что медики вынуждены бороться с этим вирусом. Чем быстрее мы это сделаем, чем больше будет полнокровнее работать наша медицинская система. Ну вот как я для себя понял, что коренного перелома вот в борьбе с этим коронавирусом мы можем добиться только благодаря вакцинации. И, собственно, вакцины мы ждали в прошлом году. Да. Начиная с весны прошлого года мы ждали вакцины. И вот она есть, и даже не одна. Поэтому, резюмируя наш сегодняшний разговор, большое вам спасибо за то, что нашли время прийти, за предметный, конструктивный и, я надеюсь, результативный наш сегодня разговор. То, что Зухра пойдет и привьется. Спасибо вам. Спасибо. 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 Полезный получился сегодня выпуск. Я вот послушал Моторина, как там вакцинация у них в Израиле организована. Все-таки вот нам надо примерно так же. Добровольно, принудительно. Все-таки евреи плохого не предложат. Руслан, опять принудительно. Ну сколько можно? В хорошем смысле, в хорошем. Тебе наши жители скажут, в Израиле же не российской вакцины прививаются. Ну, Алсу, ну что вы за дурацкая привычка ругать и хаять все свое родное, да? Ну, надо наоборот гордиться тем, что Россия входит в число тех стран, где сделали в короткие сроки свою вакцину. Руслан, ну ничуть не обесцениваю работу и талант наших ученых, и в мировые заговоры не верю. Зря, кстати. Я вакцинируюсь, как только до меня дойдет очередь. Ты когда вакцинируешься? Сдам тест на антитела, и если все нормально, я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Да, завтра уже Да хоть завтра. Ну, ловлю на слове, тебе слово. Уже почти год, как мы живем в новой коронавирусной реальности и несем серьезные потери, как на войне. И вот теперь у нас есть реальное оружие против коварного врага. Каждый, конечно, решает сам за себя. Вакцинация – дело добровольное. Но, честно говоря, по-моему, ответ очевиден. Укололся и пошел. Дешевле обойдется. Уж больно дорогой ценой дается этот чертов ковид. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.